Итак, давайте продолжим. Начнем с домашних заданий. Давайте сначала с Арины. Домашнее задание с Арины. Так. Ну вот мы сейчас все учимся, в общем, на практике применять аффиксы, да, тартылга падеж. Ну, аффиксы притяжательно аффиксы. Вот смотрите, давайте идем. Читаем. Миның өрім күстенче хакас тілін үгренерге. Но все правильно, только өрем пишется через е. Өрем. Өре и примыкает аффикс м. Вот так вот. Өрем. Моя подруга. Аффикс м, да. И смотрите, вы помните, что глагол всегда стоит на последнем месте. Допустим, миның өрім хакас тілін үгренерге күстенче. Күстенче старается. Да, вот сейчас подождите. Я включу тут. Так. Изенер, кем келген. Вот. Глагол күстенче надо всегда... Вообще стараться нужно глаголы ставить вот на последнее место. Никогда не ошибетесь. А так все правильно. Сенің турызыңды көп кізлер шутапшалар. Вот давайте определяться. Сенің тура, дам тура. И если мы будем примыкать аффикс тура, то там пристегивается аффикс тура будет. Вот. Сенің тураң д уже будет, да. Дальше уже аффикс местами. Сенің тураңды, вот так вот. Сенің тураңды көп кізілер шұртапшалар. Так, сенің у тебя тураңды дома көп, много кізілер людей шұртапшалар живут. А так все верно. Прай уртем. Дальше. Аның машиназы табырық шерше. Тут все верно. Машиназы табырық шерше. Его машина быстро ездит. Его машина быстро ездит. Дальше. Піс. Пістің шершаяныбыз уға сілік аны хайраллирға керек. Все правильно. Небольшие уточнения. Шершаяныбыз пишется через дефис. Тут шир, да, шир дефис. И шаян пишется через 2а. Во втором слоге. Шаяныбыз, да. Пістің шершаяныбыз уға сілік. Ширшаяныбыз родина или природа. Уга очень, силик красивый. Уга силик очень красивый. Аны, его, ее, да, вот использовано это местоимение так, Аны. Хайраллирга керек. Хайраллирга тоже пишем 2 ал. Здесь вот. Хайраллирга керек. Хайраллирга керек надо оберегать. Хайралла оберегай. Аны хайраллирга керек. Его надо оберегать. Или ее надо оберегать, да. Если это родина, если это природа. Так, все так хорошо. Так. Сирернің тоғызың шақсы бы парша. Вот тут тоже. Сирернің тоғызың шақсы парша б. Вот этот вопросительный аффикс мы ставим на последнее место. А здесь он не нужен. Так. Сирернің тоғызың. Так. И тут еще требуется тоғызыңар. Если быть точным. Сирернің тоғызыңар шақсы паршабы. Так. Ваша работа хорошо идет. Хорошо ли идет? Вот по тоғызыңар давайте мы отложим вот этот аффикс на поздние другие занятия. Хорошо? Пока просто... Вот, нужно запомнить. Сирернің тоғызыңар. Если был бы синің тоғызың, тогда бы правильно было. Тоғызыңар это множественное число. Ваша работа. Синің тоғызың, сирернің тоғызыңар. Пока запомните таким образом. Шақсы паршаба. Так все хорошо. Олырның ойыны хынығы анды қажында көп көрік жилер.
Оларның ойыны, их игра интересная, хынық интересная. Анды там, хажында, всегда хажында. Көп көрікжілер, көп, много көрікжілер, зрители. Здесь все верно. В общем, такие небольшие замечания, а так все хорошо. Вот. Так, теперь давайте мы посмотрим домашнее задание Юли. Так, вот Юлина работа. Идем мины. Так, ну у Юли без предложения, просто она просклоняла, да. Мины имжим. Имже это доктор, имжим мой доктор. Сыйығым урте. Сыйық это подарок, сыйығым мой подарок урте. Үлюзім, миның үлюзім. Үлюс это доля или судьба, может быть. Үлюзім моя доля, моя судьба. Ибім, иб это дом, миның ибім мой дом. Миның ойыным, ойын игра, ойыным моя игра. Миның пижам. Но вот здесь поправка, да, пиже пишется через е, не через а е. Пижам, пиже, пижам, моя сестра, старшая причем. Дальше синің, синің имжің, ну и дальше по аналогии сыйығың, твой подарок, үлюзің, ибің, ойының, твоя игра, пижаң, через е, да, пижаң. Дальше ол, аның имжізі, сыйығы, үлюзі, ибі, его дом, ойыны, его игра, пижезі. Так, сестра, все, правильно. Пістің имжі біз, сыйығы біз, орта, үлюзі біз, ибі біз, орта, ойыны біз, наша игра, пиже біз, наша сестра. Сірернің имжіңер, орта, сыйығыңар ваш подарок, үлюзіңер, ибіңер, ойыныңар, пижеңер. Ну и оларның имжізі, сыйығы, үлюзі, ибі, ойыны, пижезі. Ну так все верно, да. Так. Все правильно. Так, и теперь Елена Трофимовна. Сейчас, подождите, я так включу, показать рабочий стол, показать экран. Так, я потому что вордовский текст не загрузил. И теперь будете смотреть с экрана. Так, ну вот смотрите. Аффиксы сказуемой формы, да? Вы знаете, вот давайте я только общее замечание сделаю, просто пока. Вот смотрите, вот аффиксы собственности, они тут по логике вроде как все правильно сделаны. Ну, в смысле, движение правильно, инициатива правильно, но на самом деле, конечно, надо будет над аффиксами поработать. И вот так, ментургам, наверное, да. Тут многие аффиксы, они употреблены вот, ну, неправильно. Да, давайте вот, чтобы... Так. Вот смотрим. Ментурган. Ментургам должно быть здесь. Если это я стоял. Синчун щазын. Ты моешься. Правильно. Ол арлар. Наверное, чистить. Ол арлир. Он будет чистить, да? Или она. Пис шип шебис. Шип шебис халас. Шип шебис. Мы едим хлеб. Дальше. Срер азрынгызар палых. Палых, наверное, палх. Рыба, возможно, да? Срер палх азрынгызар. Ну, лучше сказать срер палх щезер. Да, вы ели рыбу. Срер палх щезер. Так лучше будет сказать. Так, олар тоғынарлар. Они будут работать. Здесь правильно. Син пасчазен пешик. Вот, давайте так, вот смотрите. Глаголы всегда нужно употреблять после, да. Син пешик пасчазен. После существительных. Син пешик пасчазен. Пасчазен ставим в последнее место. Пешик, вот пишется таким образом. Пешик, пишешь письмо. Урте.
Так, мин сағынғыбын тілге. Вот тут я не понял, честно сказать. Так, мин тильденгер может быть, да. Ну, мы этот аффикс еще не проходили. Так, мин тильге сағын. Здесь сағынғыбын правильно. Вот сама форма сағынғыбын мин. Я думал или думала. Но о чем? Если это о языке, то тогда мин тильденгер сағынғыбын. Но этот аффикс мы еще не проходили, будем проходить. Я думала о языке или я думал о языке. Сен үгренерзің. Тут правильно. Ты будешь учить. Олар тоғыз итчелер. Правильно, только тоғыз ставим перед глаголом. Так, тоғыз. Олар тоғыз итчелер. Они работу делают. Правильно. Ол күстенче үгренче. Тут, видимо, хотели сказать, он старается учиться, да. Тогда правильно будет ол үгренерге күстенче. Үгренерге күстенче. Күстенче, да. Он учиться старается. Ну, если переводить дословно, он старается учиться. В хакасском языке вот звучит ол үгренерге учиться, күстенче старается. Син пар ибзер. Лучше сказать син ибзер пар. Вот ты иди домой. Аффикс правильно, направительный аффикс, да, зарзер. Син ибзер пар. Ол ибзер айланча. То же самое, да. Ибзер ставим перед глаголом. Он возвращается домой. Табырах маңзыры пшазың. Так, вот тут маңзыры пшазың. Но смотрите, табырах маңзыры пшазың. Ты торопишься, быстро торопишься. Табырах маңзыры пшазың. Но в хакасском языке так, ну, так не говорят. Табырах маңзыры пшазың. Маңзыры пшазың можно назвать. Син маңзыры пшазың. Ты торопишься. Табрах тут не нужно употреблять. Ты торопишься. Потому что табрах и так уже быстро, да. Как бы получается тавтология. Син маңзыры пшазың. Ты торопишься. Тут мы прописываем. Мин срей щупщам. Мин срейны. Мин срейны щупщам. Так, щупщам. Но сырейны мы пока еще не проходили. Это винительный падеж у нас. Мин сырейны щупщам. Я лицо мою. Мин сырейны щупщам. Так. Миның тізім ақыршы. Тут верно. Ну, поправка. Миның тізім. Сначала. Тізім. У меня зуб болит. Мой зуб болит, да. Миның тізім ақыршы. Вот смотрите. Зиг. Не и, а и. Зиг угрем. Зиг угрем. Горячий суп. Так. Көп халыс. Көп халыс. Парым школазар. Лучше наоборот школазар парым, да? Вот. Давайте вот это уберем. Школазар парым. Пойду в школу. Я пойду в школу. Миның. Миның. Вот смотрите. И это ведь мягкое гласно, да? Следовательно, аффикс тоже должен быть на мягкую основу. Миның. Никак не может быть, потому что это твердогласное. Миның. Магат тоғыз. Но в хакасском языке лучше сказать так. Миның тоғызым. Моя работа. Работа мне принадлежащая. Магат. Миның тоғызым магат. Мин көп кинделер хығырғам. Я много книг прочла. Прайорта, тут все верно. Так, и ты кізім. Аккуратный человек. Магат угренчебен. Хорошо учусь. Тут все правильно. Хомай угренчебен. Плохо учусь. Я плохо учусь, да. Тадылых угре. Вкусный суп. Ну, тут все верно. Ну и дальше. Теперь аффикс собственности. Смотрите, минным, ойным. Вот ойны. Что вы подразумевали? Возможно, ойнажах. Возможно, игрушка, да. Или ойн. Моя игра, может быть. Но минным, ойнажа. Если ойнажах, то ойнажах это игрушка. Да, игрушка. Тогда надо быть ойнажа.
гм будет. Ойнажагым. Мы потом в таблице еще раз разберем вот эти примерно. Пуминам ойнажагым. Потом вот это слово мы подставляем уже сюда. Здесь структура вопроса правильная. Пуминам ойнажагым. Это моя игрушка? Да, все верно. Синам щолын. Щол, если дорога твоя, то синам щолын. Щол и пристегиваем аффикс ын, да, твердая основа. Синам щолын, твоя дорога. Пусинам щолын. Пусинам щолын, это твоя дорога. Мандаурта здесь правильно. Анын хакас тілі. Тут ничего не надо. Его хакасский язык. Анын хакас тілі. По анын хакас тілі. Ну, имеется в виду вот анын хакас тілі. Ну, тут по анын, да. Ну, форма вся правильная, но немножко надо вот, если под хакас тілі, если прописали бы так, да, скажем, название книги, тогда все будет корректно. Анын хакас тілі подразумевается, что некий учебник. И мы можем спросить, это его ли учебник, да, по анын хакас тілі б, тогда все уже укладывается верно. По анын хакас тілі, это его хакас тілі, подразумевается, допустим, нечто под таким названием, да, ну пусть учебник будет, тогда будет точно. И бумага щажын. Пистың щажын быс там идет аффикс. Щажынны быс. Наша бумага. Пупстың щажынны быспы. Это наша бумага? Тут все верно. Щажынны быспы. Сырырның халыс. Халыс. И смотрите, вот халыс, да. Возьмемте так. Халысыңар. С озвончается. Вот, поэтому прибавляем ынгар, да. Халысыңар, вот этот с, он озвончается. Халысыңар. Пусерерның халысыңар бы. Это ваш хлеб. Тут да. Пусерерның халысыңар бы. Тут все правильно. Улырның шо, вот тут то же самое. И вот смотрите, щох это рассказ, да. Сказ, рассказ. И опять г, х озвучается. Щог. Мы прибавляем здесь и. Щог. По уларның щогы. По уларның щогы. Это их рассказ, да. Ну вот такие исправления. Вот смотрите, давайте вот вы, наверное, заметили, да, вот в чем смысл вот этих всех исправлений. А смысл в том, что надо, давайте я сейчас вернусь так, к материалам нашим. Я хочу сейчас, так, аффикс принадлежности. Так, сейчас подождите. Вот смотрите, давайте по этой таблице еще раз мы вернемся вот к исходной первой таблице, да. Основная задача какая? Вот смотрите, еще раз надо будет заучить, то есть закрепить, точнее говоря, вот эти вот формы мин, допустим, да, бун-бин, вот эти формы вот именно по местоимениям. Минот шабн, минкерщебн, вот и так далее. Вот теперь смотрите, вот из выполненных домашних заданий, в общем, я сейчас приготовил таблицы, и давайте мы пока эти же таблицы повторим, да, вот смотрите теперь, какое будет следующее домашнее задание. Так, вот смотрите. Так, сейчас подождите, я сейчас сначала на сказуемую форму. Вот давайте еще раз мы повторим сказуемую форму. Вот я тут прописал слева, видите, глаголы для спряжения, да? Давайте еще раз мы теперь сделаем следующее.
Вот эти глаголы вы должны будете запомнить, заучить. Основная задача, если какие-то не помните, в общем, доучить, какие-то помните, хорошо уже будет. То есть надо доводить до автоматизма, чтобы потом не думать, что означает этот глагол, допустим, да. Почему? Потому что это часто употребляемый глаголом. И дальше. Конечно, мы теперь вот должны обратить внимание, вот мин, допустим, да, и используем вот этот глагол одр, теперь уже по временам, да, вот, смотрим по временам. Вот, ну вот, здесь и здесь смотрим. Я как бы тут прописал, ну, не везде успел, здесь допишите. Я сейчас ссылку дам на скачивание, вы скачаете, и просто тут надо будет дописать. Форма на закрепление, вот, на заучивание мин и вот эти вот аффиксы. Основная задача вот, нужно запомнить аффиксы, вот эти вот, да, вот. Пис, быс, допустим, серер, зар, зер, улер, ларлер. Надо доводить до автоматизма через вот эти вот глаголы. Сейчас, подождите, я вам дам ссылку на, так, на этот, сейчас, подождите, на эту таблицу. Так, скачайте, пожалуйста, эту таблицу и сюда же просто впишите. Пишите вот в прошедшем времени, аффиксы прошедшего времени, в настоящем времени и в будущем. Мин, син и так далее. Мы просто закрепим. Это одна таблица. И вторая таблица. Так, вторая таблица. Сейчас, так, подождите. Аффикс принадлежности. Вот. Теперь второе задание. Мы эту таблицу проходили, да. Я что сделал? Я оставил лишь теперь сами аффиксы, без слов, без примеров, да, и ваша задача теперь, надо будет просклонять вот эти вот существительные. То есть, иначе говоря, мы сейчас набираем лексику, да, вот в свою базу вписываем какую-то лексику. Я тут подобрал лексику по родственным связям. Вот, ну, как пример, минен ипшим, допустим, да, вот минен, ипши, корень, смотрим, да, и выбираем уже отсюда. Из этого аффикса надо будет выбрать. Но вы помните, должны помнить, давайте еще раз повторим. Мы пристегиваем к согласным. Гласный, допустим, ипши будет ипшим. А если и рым будет, да, смотрите по мягкости или по твердости. Пал заканчивается на согласное, соответственно, будет палам, да, вот. Обратите внимание на это. Вот, в общем, домашнее задание у вас будет, должны будете здесь прописать. Вот пропишите вот результаты сюда. И на следующем уроке, это в понедельник, мы их зачитаем. Вот. Вот эти вот примеры. Вот такое будет домашнее задание. Вот по аффикс. Да, сейчас подождите, я на скачивание это забываю все время. Сейчас подождите, дам на скачивание. Так. Сейчас. Сейчас, подождите. Так, сейчас. Так, я дважды отправил. Вот смотрите. В общем, сказуемую форму я отправил, аффикс принадлежности отправил. Надо будет просто вписать туда ваше выражение. Вот. Ну, вот сегодня вот такие задания. Давайте мы еще теперь почитаем сегодня, потому что мне все-таки охота давать живые тексты. Так, живые тексты. И посмотрим газету Хабар. Давайте мы сейчас, подождите, я сейчас экран включу. Показать экран. Давайте сейчас мы почитаем газету Хабар. Это за сегодняшнее число, за 8 ноября. И тут короткое такое сообщение. Москвада хакасия дангар кёзидг. Москвада, понятно, вы теперь знаете, да, в Москве хакасия дангар кёзидг. Кёзидг показ буквально, или выставка. Хакасия дангар о Хакасии. Выставка о Хакасии.
Читаем. Россияның амғы тархынының өн хазны музейінде шон узынызы Россияның шаны федеральный проект хостера Хакасия искусствозының көзеди азылды. Ну вот давайте теперь разбираем. Азылды. Азыл, открывайся. Азылды, открыто. Что открыто? Көзедиг. Көзеди. Да, открыта выставка. Выставка чего? Көзди чего? Искусствозының. Выставка искусства. Искусствозның. Чего искусства? Хакасия искусствозның. То есть выставка искусства Хакасии. Так. Азылды как проект хостера. Проект, да, хостера обозначает по проекту. В русском языке хостера соответствует предлогу по, да, по проекту. Да, по проекту какому? Федеральной. Не федеральный, а федеральной. По федеральному проекту. И идет название проекта. Какое? Шон узынызы России нащаны. Вот смотрите, как перевели. На самом деле название проекта называется «Народное творчество. Душа России». Вот здесь идет, да, в плакате. Шон узынызы. Узыныз — это буквально мастерство. Ну, творчество, мастерство. Вот шон узынызы, творчество народа, да. Россияның шаны. Шан — это душа. Шаным — моя душа. Россияның шаны. Душа России. Так, а теперь где проводится, да? Азылды. Где? Хайде. Музейінде. В музее. В музее в каком? Хазна. Хазна — это государство. От слова казна. Запомните. Вот хазна музейінде. В государственном музее. В каком? Ön хазна. В главном или в основном. В главном музее. Да. В главном государственном музее. Амгы. Тархыны. Тархын — это история. Тархынының истории. Амгы сейчас, на данный момент, современная история получается. Амгы тархынының современной истории. Чего? Россияның. Вот получается, так. В современной российской истории, в основном государственном музее, идет название проекта, да, «Народное творчество. Душа России». По федеральному проекту Хакасия искусствозның көзди азылды открылась выставка искусства Хакасии. Ну вот примерно так вот. Дальше. Ол Хакас шунның искусствозы пұрынғызар айлынс адалча. Вот. Адалча. Адал называйся. Адалча называется. Называется как? Хакас шунның искусствозы хакасского народа искусства. Пұрынғызар айлыныс. Айлыныс — это возвращение и еще обращение в прошлое. Пұрынғы — прошлое. Пұрынғызар — в прошлое. Обращение в прошлое. Ну и вот Хакас шунның искусство хакасского народа, двоеточие, обращение в прошлое. Называется, да, вот этот проект. Ол. Так, дальше. Көзедіге Хакас шунның декоративно-прикладное искусствозы сығарылған. Сығарыл переводится «выносись». Сығарылған был вынесен. Что было вынесено? На что? Көзедіге. Көзедіг — выставка. Көзедіге — на выставку. Что было вынесено? Искусствозы. Искусство. Какое искусство? Декоративно-прикладное искусство. Вот, на выставку было выставлено декоративно-прикладное искусство Хакас шунның, хакасского народа. Дальше. Экспозиция национальной типозах, жазынчықтар, хостар, скульптуралар, петроглифтердің хобырғаны, пазада пасхы немелер кирилген. Кирилген глагол было внесено. Кириль — вносись. Кирилген было внесено. Что было внесено? Вот идет перечисление, да. Кирилген — экспозиция. В экспозицию было внесено. Что было внесено? И вот перечисляется национальный кибозах, национальная одежда, кибозах одежда.
Шазынчықтар это украшения. Хостер, хос рисунки, да, рисунки. Скульптуры были вынесены. Петроглифтердің хобырғаны. Хобыр буквально копируй. Хобырғаны копии. То есть копии петроглифов. И пасхада немелер. Пасхада немелер. И другие вещи. Да. Ол шибіргі пис ноябрьға тере тоғыныр. Ол это тоғыныр будет работать. Тере означает до 25 ноября. Ну вот такой вот текст. Сегодня мы зачитали. Ну вот на сегодня пока у нас все. Сургулар парба. Вот, в общем, домашнее задание ибдегетогс, это домашнее задание, надо будет выполнить по этим вот ссылкам, которые я вам отправил. Там таблицы даны. Ваша задача просто в эти таблицы вписать свои варианты аффиксов. Ну вот, пока на сегодня все. Вот. Сургулар чок полза. Тогда мы заканчиваем. Спасибо за то, что пришли. Вот. Ну и наше следующее занятие в 8:30 в понедельник. Встречаемся в понедельник. Че анам жухтар, паза тугасанджа. Видео я, как обычно, выставляю в общем, в канал. Че анам жухтар.